А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 63 рубля и 47 копеек, евро 69 рублей 62 копейки. Самую выгодную покупку доллара в Якутске сегодня предлагает Россельхозбанк, покупает за 63 рубля 84 копейки, а продает АТБ за 64 рубля и 39 копеек. Обмен евро. Все предложения выгоднее в Россельхозбанке. Покупает европейскую валюту за 69,86, а продает за 70,46. Двигаемся далее. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия. Крутой отметил, что такую позицию озвучили на переговорах в Сочи и президент Александр Лукашенко. Вице-премьер также рассказал, что Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что Москва поможет Минску в работе с российскими добывающими компаниями. С завтрашнего дня в Пенсионном фонде начнут применяться новые форматы документов, приниматься новые форматы документов для регистрации граждан в системе учета. Согласно постановлению управления, теперь все документы могут заполняться и в электронном виде. В списке новых документов 7 позиций. Итак, по порядку. Это анкета, заявление об изменении анкетных данных, заявление о выдаче подтверждения регистрации в системе, запрос об уточнении сведений, опись документов, передаваемых страхователем в пенсионный фонд, сопроводительная ведомость и сведения о трудовом стаже. Изменения связаны с введением новой функции пенсионного фонда, а именно учетом сведений о трудовой деятельности граждан, а также переходом в электронный формат карточек СНИЛС. Между тем, бизнес попросил Министерство промышленности и торговли разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, при этом не чипируя их. Сейчас по закону о налоге на профессиональный доход самозанятым гражданам запрещено реализовывать маркированную продукцию. Но список подобных товаров постоянно расширяется. Это ограничение мешает популяризации налогового режима, полагают в опоре России. Если разрешить самозанятым продавать маркируемые товары, это не поможет их бизнесу, так как обернется существенными затратами. В связи с этим опора России предложила разрешить работающим на себя торговать маркируемой продукцией, при этом не ставя на нее чипы. Аэрофлот установил доплату пилотам за рейсы в Китай. Сделано это для повышения уровня мотивации членов экипажей на рейсах в Пекин, Шанхай, Гонконг из расчета 8300 рублей за выполненный рейс. Напомним, авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено с 1 февраля из-за вспышки коронавируса. Регулярные рейсы выполняла только компания «Аэрофлот», остальные были закрыты. Минтранс страны разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы, чтобы вывести российских граждан из Китая. По данным ведомства, чартеры между двумя странами будут официально закрыты с 14 февраля. Переходим к экономическим событиям. Правительство России планирует направить в 2 этапа 100 миллиардов рублей на финансирование программы развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой в рубрике «Экономика». Нюргуяна, о каких регионах идет речь? Василий, в десятку отстающих регионов вошли Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, а также Марий-Эл, Алтайский край, Чувашия и Псковская область. В этих регионах еще в июне прошлого года отметили низкие экономические показатели и назначили по куратору. Отмечу, что решение о выделении 50 миллиардов рублей на первом этапе уже принято. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Более 1 миллиона ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 75-летию Победы. По 75 тысяч рублей к юбилею Победы должны получить 537 тысяч 57 человек. Выплаты размером в 50 тысяч рублей получат 611 тысяч 384 человека. Отметим, что также в соответствии с указом президента России Владимира Путина в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие узники концлагерей и труженики тыла в апреле-мае 2020 года получат единовременную выплату.
Неимущим гражданам планируют упростить процедуру банкротства. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, в котором предлагается во внесудебном порядке признавать банкротами физических лиц, имеющих задолженность до 500 тысяч рублей. Согласно проекту закона, процедуру банкротства будет проводить не суд, а арбитражные управляющие. Право на внесудебное банкротство смогут получить граждане, лишившиеся источников доходов и не располагающие имуществом, достаточным для удовлетворения даже минимальной части обязательств перед кредиторами. Сбербанк открыл дальневосточной генерирующей компании возобновляемую рамочную кредитную линию на 10 миллиардов рублей для финансирования текущей деятельности. Период действия лимита – 7 лет. Дальневосточная генерирующая компания входит в Русгидро. Она производит тепловую и электрическую энергию и обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В состав компании входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях и Якутии. Стали известны регионы с самым доступным бензином. В число лидеров вошли преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц. Второе место заняла Москва, третье – Ненецкий автономный округ. Еще в 11 регионах на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92. К ним относятся Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край. В среднем по России значение доступности бензина АИ-92 составляет 963 литра на одну зарплату. При этом в 68 регионах показатели ниже. Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут приобрести на свою зарплату в 3-4 раза меньше бензина. Промышленные компании Якутии трудоустроили свыше 8 тысяч якутян в 2019 году. Из них почти 2500 человек устроились вахтовым методом на сезонные работы. При этом свыше 2000 человек являются выходцами из сельской местности. Отметим, что в Горном, Оленёкском и Хангаласском районах Якутии реализуется проект «Занятость на селе». Проект направлен на снижение уровня безработицы, по нему трудоустроились уже свыше 800 человек. К 2024 году планируется снизить уровень безработицы до 6% и трудоустроить более 33 тысяч якутян в промышленные предприятия. В Якутии могут увеличить финансирование геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета. Такую возможность обсудили глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков. Стороны также рассмотрели снижение объема финансирования на региональные, поисковые и оценочные работы, которые сказываются на развитии минерально-сырьевой базы республики. Обсуждение коснулось также и совершенствования нормативно-правовой базы в сфере недропользования. Отметим, что Росгеология ведет работы на 23 объектах Якутии, из которых 15 на твердые полезные ископаемые и 8 на нефть и газ. Предприятие заинтересовано в расширении работ по геологоразведке алмазов, золота, серебра и других полезных ископаемых. Учащиеся Алданского политтехникума будут обучаться в фирменных аудиториях компаний «Полюс Алдан» и «Селигдар» с сентября этого года. Кабинеты будут оборудованы за счет компаний цифровой техникой и оборудованием для практической работы. Компания «Селигдар» оборудует учебную аудиторию по горному делу, которую в скором времени снабдят цифровой техникой. Также в кабинете появятся интерактивные стенды по горным машинам и горному оборудованию. Техника и оборудование стоимостью 3 миллиона рублей приобретается за счет компании «Селигдар». Аудитория «Полюс Алдан» познакомит студентов с процессом обогащения полезных ископаемых. Часть оборудования уже поставлена, и студенты уже проводят здесь опыты. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Юргена, спасибо за информацию. Мы двигаемся далее и переходим к обзору чрезвычайных происшествий. В последние годы в Якутии остро стоит проблема регулирования численности волков. После введения в 2005 году запрета на применение яда, втора, цитата, бария, эффективного способа регулирования количества серых хищников нет, и оно неуклонно растет. Так, недавно на территории поселка Иенгра Нерюнгринского района был замечен волк. На прямой связи Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй, расскажи, как обошлись с непрошенным гостем.
Да, здравствуй, Василий. Действительно, на прошлой неделе в селе Енгра был замечен волк. Как отметили свидетели, волк совершенно не боялся людей, его не пугали звуки автомобиля. Позже местные охотники, боясь нападения волка и угрозы жизни, выследили его и уничтожили. О ситуации более подробно мы поговорили с исполняющим обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Золотинка» Сергеем Ришняк. Вот что он нам сказал. Ну, на данный момент это единственный зафиксированный случай именно по видео появления волка в границах муниципального образования сельского поселения Гринский Никинский наслег. А так, случаи появления волков в окрестностях села – это не единичный случай. То есть наши оленеводы, рыбаки, охотники довольно-таки часто фиксируют такие случаи. Наши оленеводческие бригады, по крайней мере МУП «Золотинка», на данный момент из-за ситуации с волками вынуждены все ближе и ближе перекочевывать непосредственно к селу. А волки, они следуют за этими бригадами, то есть они идут за оленями. Ну, ущерб довольно-таки значительный. Если взять по прошлому году, всего по району было затравлено 440 голов оленей. Если взять по нашему хозяйству, это муниципальное унитарное предприятие «Золотинка», это 263 головы. А сейчас мы находимся в Нерюнгринском комитете по охране Министерства экологии. Рядом со мной находится государственный инспектор Виктор Шевченко. Здравствуйте, Виктор. Виктор Михайлович, расскажите, пожалуйста, сколько на сегодня добыто волков? За 2019 год у нас добыто 27 волков, на сегодняшний момент 1 волк. А какова их общая численность? По данным зимнего маршрутного учета и анкетных данных, в 2019 году оценивается в нашем районе численность в 150 особей. А на данный момент мы не можем сказать численность, потому что зимний маршрутный учет как раз в это время и проводится. А скажите, пожалуйста, каким образом ведется охота на волков в районе? Охота у нас в основном проводится либо капканными, либо петельными способами лова. Авиаотстрел, конечно, хорошая штука, но это дорогостоящая. А скажите, пожалуйста, в какое время все-таки у волков наблюдается наибольшая активность? Ну, наиболее активные они как раз в это время, февраль-март, потому что у них в это время гон. Хорошо, спасибо большое. Также хочется отметить, что на прошедшем отчете правительства на прошлой неделе был поднят вопрос о введении чрезвычайной ситуации в Нерюнгринском районе. Этот вопрос сейчас в стадии рассмотрения. Мы будем следить за развитием событий. Василий. Да, Екатерина, спасибо за информацию. Насколько мы знаем, в Нерюнгри проблема не только с волками. В краже товаров из магазина подозревается его работник, 26-летний продавец-консультант. Из магазина было украдено товара на сумму около 250 тысяч рублей. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, приветствую. Как молодому человеку удалось совершить такую дерзкую кражу? Здравствуй, Василий. Да, выяснилось, что он выносил товар на протяжении месяца. По его собственному признанию, часть товара он успел продать по заниженной цене и выручил за них более 50 тысяч рублей. А часть он уничтожил, узнав, что владелец магазина подал заявление в полицию. Сейчас он уже дал признательные показания. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. В Нерюнгри полицейские установили подозреваемого в краже смартфонов из магазина цифровой и бытовой техники. Общая стоимость двух смартфонов – 130 тысяч рублей. Вором оказался 20-летний местный житель. Он был недавно принят на работу в магазин и являлся стажером на должность кладовщика. Имея доступ к товарам, молодой человек решил этим воспользоваться. Похитив 2 новых дорогостоящих смартфона, злоумышленник спокойно вышел через служебный вход. Позже один из смартфонов он подарил своему товарищу, а второй поменял на автомобиль «Жигули». В настоящее время подозреваемый признал вину. В его отношении возбудили уголовное дело. После разговора с мошенниками житель Нерюнгри лишился почти 90 тысяч рублей. Ему поступил звонок с московского номера. Звонившая представилась сотрудницей банка, обратилась по имени-отчеству и поинтересовалась, не совершает ли он покупку, на что потерпевший ответил отрицательно. Тогда девушка уверила, что это пытаются сделать мошенники, и переключила разговор на якобы специалиста отдела безопасности, который сообщил, что для того, чтобы остановить списание, необходимо назвать код, который придет на мобильный телефон. На это заявитель ответил, что не должен называть
никому данные коды. Тогда лжеспециалист сказал, что подключит голосового робота и код необходимо будет продиктовать ему по одной цифре. В итоге мужчина продиктовал роботу коды, приходящие в СМС-сообщении 4 раза, после чего вошел в мобильное приложение и увидел пропажу денег. Следователь он признался, что знал о подобных случаях, но мошенники показались ему очень убедительными. В Якутске за одну ночь в городские отделы полиции доставили 2 пьяных несовершеннолетних, а также 8 несовершеннолетних, находившихся в ночное время в общественном месте без законных представителей. Сотрудники по делам несовершеннолетних МВД совместно с представителями органов системы профилактики провели ночной рейд. Они проверили 18 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и 32 места концентрации несовершеннолетних, в том числе ночные клубы, бары, кафе и компьютерные клубы. Перейдем к происшествиям в других регионах. Пассажирский самолет «Ютейр» совершил жесткую посадку в Усинске, республика Коми. Он ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу из-за проблем с шасси. На полосе самолет развернуло на 90 градусов, сообщили власти республики Коми. На борту лайнера, следовавшего из Москвы в Усинск, находились 94 человека. Никто из них не пострадал. Один пассажир самостоятельно обратился в медпункт с повреждением колена. По данным СМИ, следственные органы начали проверку по факту инцидента. Один из пассажиров самолета снял момент приземления на видео. На кадрах было видно, как в момент удара лайнера о землю с полок в салоне падают вещи пассажиров и отрывается обшивка самолета. 2 погибли в ДТП с автобусом и фурой в Кузбассе. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным ведомства, всего в аварии пострадало 35 человек. Подробности далее. На трассе в Яшкинском районе Кемеровской области в воскресенье столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Лобовое столкновение произошло на 60-м километре трассы Анжеро-Сунженск-Кемерово, сообщает Следственный комитет России. В результате искореженные автомобили оказались на обочине. Мы с каждым родственником работаем индивидуально, чтобы вникаем в положение каждого пострадавшего и вместе с родственником отрабатываем, что мы можем помочь, как власть может помочь людям, попавшим в эту тяжелую ситуацию. Это индивидуальная беседа. Я думаю, что нет смысла о деталях этой беседы говорить. Просто хочу, чтобы все знали, вся необходимая помощь и людям, попавшим в ДТП, и их родственникам будет оказана. По данным пресс-службы регионального центра медицины катастроф, водитель грузовика скончался до прибытия медиков, а 71-летняя пассажирка автобуса умерла на операционном столе в больнице Анжеро-Сунженска. Видела вообще, да, у всех лица искаженные, носы, глаза опухшие. Женщину видела очень сильно, она прям не шевелилась, ее вытаскивали неподвижно совершенно. Всего в ДТП пострадали 35 человек, из них 16 было госпитализировано, а остальных отправили на амбулаторное лечение. 10 госпитализированных с самыми тяжелыми травмами эвакуируют в медицинские учреждения области более высокого уровня. Что произошло? Вы помните, как это случилось? Да нет, как в автобусе ехал, да и удар и все. Больше ничего. Помнил, только 3 вытащил. Тяжелых 3. Рядом со мной парень сидел, вообще вся голова разбита. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Василий, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юрий, спасибо. Держи нас в курсе. Мы двигаемся далее. Во всеоружие к возможной встрече коронавируса находятся службы Якутия. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказали вице-премьер правительства Ольга Балабкина и министр здравоохранения региона Елена Борисова. На сегодняшний день новая коронавирусная инфекция в Якутии не выявлена. Продолжается проверка тех граждан, которые с симптомами острой вирусной инфекции прибыли в регион из Китая. О чем еще отчитались власти, расскажет Ульяна Шагина. Она на прямой связи. Ульяна, тебе слово. Добрый день, Василий. Начнем, наверное, с того, что китайские власти дали официальное название коронавирусной инфекции NCP или новая коронавирусная пневмония. Сегодня этой болезнью в Китае от этой болезни уже умерло 811 человек, заболевших более 34 тысяч.
Наибольшее количество заболевших, они, конечно же, находятся в провинции Хубэй. За пределами Китая уже более 280 случаев заражения. 2 случая заражения уже в России, это в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших граждане Китая. Напомним, из-за вируса на сегодняшний день закрыта российско-китайская граница на Дальнем Востоке. Приостановлено и пассажирское сообщение с Китаем, а с 4 февраля ограничен въезд иностранцев из Китайской Народной Республики в Россию. Между тем, в Хабаровске с сегодняшнего дня введен уже масочный режим. Он будет действовать до улучшения обстановки и с ОРВИ, и с коронавирусом. Носить маски обязаны и работники торговли, и транспорта, и, конечно же, медики. В Хабаровске также на сегодняшний день действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. В Якутске эти ограничения также действуют. К примеру, с введения карантина, то есть 5 февраля, ограничения действуют на проведение спортивных мероприятий. Напомним, карантин у нас проходит с 5 февраля в школах Якутска, также и в районах Якутии. Также некоторые школы также закрываются на карантин. Ограничения распространяются и на работу кружков, и на дополнительные секции тоже в школах. Между тем, в Якутии на сегодняшний день новых случаев заражения вирусной инфекцией не зарегистрировано, имеется в виду с коронавирусом. Тем не менее, все службы бдят круглосуточно. Вновь прибывшие пассажиры в обязательном порядке проходят двойную термометрию. Граждане с симптомами ОРВИ, они госпитализируются, и их анализы направляются в Новосибирский научный центр «Вектор». На сегодняшний день таких граждан уже 19. И вот что об этом нам рассказала министр здравоохранения Елена Борисова. У 12 человек уже получено отрицательное заключение на коронавирус. У оставшихся 7 числа направлены на исследование. В любом случае, даже при отрицательном результате мы их держим в стационарах в течение 2 недель по предписанию Роспотребнадзора Российской Федерации. И в дальнейшем они выписываются. И сегодня таких пациентов, которые уже выписаны, 6 человек. Между тем, с утра в сети гуляет информация о том, что столичный санаторий Абырал будет перепрофилирован в пункт наблюдения, где в течение 2 недель будут находиться граждане, вновь прибывшие из Китайской Народной Республики. Вице-премьер Ольга Балавкина эту информацию опровергла, и вот что она сказала. В субботу состоялось заседание соответствующей комиссии, на которой рассматривался вопрос в том числе и Абыралу. Поэтому сегодня мы не будем там никого размещать и соответственно, прекращать деятельность этого учреждения. А соответствующий обсерватор организован в более небольшом месте, и, соответственно, он будет носить временный характер. Поэтому я думаю, что гражданам относительно Абырала не стоит переживать. Абырал будет продолжать свою деятельность. Также на брифинге сообщили о том, что Якутия сможет тестировать граждан на коронавирус после сертификации специального аппарата. В настоящий момент, как я уже отметила, лабораторные анализы направляются в Новосибирск, в научный центр «Вектор». В целом, как отметили власти, поводов для паники нет. Ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле у регионального Роспотребнадзора. Помимо ограничительных мероприятий, медики Якутии также проходят постоянное обучение. Так что в случае выявления коронавируса медики готовы во всеоружии. Главное сейчас это, конечно же, ограничить и себя, и детей с походом на массовые мероприятия и обязательно носить маски в общественных местах. У меня все, Василий. Да, Ульяна, спасибо. Мы двигаемся далее, переходим к событиям за рубежом. Мировые новости далее в эфире. Число участников авиасалона в Сингапуре сократилось из-за опасений в связи с эпидемией коронавируса. Тем не менее, власти решили не отменять салон, хотя накануне уровень угрозы был повышен до оранжевого. Выше это красный. Тему продолжит Сергей Берец. Пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая тренируется перед началом авиасалона в Сингапуре, который открывается 11 февраля. Летчики эскадрильи БАИ, что означает 1 августа, выступают на истребителях 4-го поколения Чэнду J-10. Все пилоты и техники прошли тщательные медицинские тесты. Власти Сингапура не стали отменять салон из-за угрозы коронавируса, хотя некоторые фирмы отказались от участия в шоу.
В их числе американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon, канадские De Havilland и Viking Air, ряд китайских производителей. Пентагон сократил состав делегации. По словам директора компании Xperia Events Лек Четлама, организаторы уважают такое решение. Да, у нас есть отказы. Менее 8% компаний отменили свое участие. Мы приветствуем всех, кто остался. Это крупные ведущие игроки. Он добавил, что организаторы выполняют все рекомендации медиков. Кроме того, решено сократить количество билетов для публики, чтобы избежать большого скопления людей. В пятницу уровень угрозы из-за коронавируса был повышен в Сингапуре с желтого до оранжевого, после того, как были зафиксированы более 30 случаев заражения, не связанных с поездками в Китай. Ожидается, что в ходе работы салона будет заключен ряд крупных сделок. В январе Вашингтон одобрил продажу Сингапуру 12 новейших многоцелевых истребителей F-35B. Образцы этих машин представлены на салоне, несмотря на отсутствие производителя компании Lockheed Martin. Штормовые волны и ветры, вызванные приближением урагана Сиара, обрушились на прибрежные районы Британии. Метеорологи предупреждают о возможном наводнении. А подробности в репортаже Рейтер рассказывает Сергей Берец. Ураган Сиара может оказаться бурей века, предупредила метеорологическая служба Великобритании. Скорость порывов шквального ветра превышает 140 км в час. Мощные волны обрушились на побережье в Уэльсе, Англии и Шотландии. Практически на всей территории Соединенного Королевства действует штормовое предупреждение. Под угрозой наводнений находятся более 200 районов страны. Затоплению могут подвергнуться самые обширные площади за многие годы. Сравнимый по масштабам ураган отмечался в 2014 году, но Сиара имеет все шансы превзойти и его, и еще более мощный 1987 года. Во многих местах с корнем вырваны деревья, парки закрыты, поскольку прогулки в них опасны для посетителей. Железнодорожные компании рекомендовали пассажирам воздержаться от поездок. Они сократили число поездов, увеличили интервалы между ними и снизили скорость движения. Самолет компании British Airways, выполнявший трансатлантический рейс, побил рекорд до звуковой скорости. Благодаря сильному попутному ветру он прилетел из Нью-Йорка в Лондон за 4 часа 56 минут. Время обратных перелетов увеличилось на 2 часа. Из-за экстремальных погодных условий отменен матч премьер-лиги между клубами Манчестер Сити и Вест Хэм. К другим темам свои первые «Оскары» получили актеры за второплановые роли. Так, в мужской категории победу одержал Брэд Питт, а в женской – Лора Дерн. Помимо основных актерских категорий, которые входят в так называемую «большую пятерку», киноакадемики отмечают статуэтками и те роли, которые столь же важны для развития сюжета и посыла картины, как и главные. Так, в этом году, как уже было сказано ранее, свой первый актерский «Оскар» получил всемирно известный Брэд Питт за работу в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». До этого он получал статуэтку за лучший фильм в качестве одного из продюсеров картины «12 лет рабства». Свой первый «Оскар» также получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история». Это ее третья номинация и первая победа. Также двукратный обладатель «Оскара» Али Махершала вручили актрисе за заветную золотую статуэтку. Кстати говоря, номинанты на премию в актерских категориях, а также претенденты на звание лучшего режиссера ежегодно получают сумки с подарками. В этом году суммарная стоимость составляет $225 тысяч, рассказывает Сергей Берец. Лучшей актрисой и лучшим актером первого плана, как и второго, в каждой из этих категорий станет один человек. Номинантов 20. «Оскара» за лучшую режиссуру удостоится один из 5 претендентов. Но сумки с подарками ждут их всех. Комплектует содержимое общей стоимостью $225 тысяч фирма из Лос-Анджелеса Distinctive Assets. Ее возглавляет Лэш Ферри, известный как Sultan of Swag.
или в вольном переводе на русский «Султан крутизны». Конкретно эта промо-акция, которую я провожу, независимо от киноакадемии. Поэтому я и решаю не только, что будет в подарочной сумке, но и кто ее получит. Я вручаю подарки только главным номинантам в актерских и режиссерской категориях. Поскольку мы одариваем примерно 25 человек, это значит, что я получаю вещи самой безумной стоимости. Например, сертификат на 12-дневный круиз на роскошной океанской яхте с прислугой и 2 вертолетами за $78 190. В списке благ омолаживающие косметические процедуры в клинике модного пластического хирурга из Нью-Йорка Константина Васюкевича за 25 тысяч. Всего же в наборе 75 наименований товаров и услуг. В числе прочего, умный бюстгальтер и шелковое кимоно от фирмы «Сома», сладости с каннабисом, созданные кондитерской «Кода Signature» и система сбора мочи для анализа производства компании «Pizzy Midstream». По мнению Лэша Ферри, подарки актерам и режиссерам – лучшая реклама. То, что получают они, обязательно захочет иметь широкая публика. Церемония вручения «Оскаров» пройдет 9 февраля. Переходим к обсуждению спортивных событий. Лыжня России объединила больше 1 миллиона человек. В субботу по всей стране стартовала ежегодная массовая гонка. В ней приняло участие свыше 1 миллиона россиян. Забег проходил в 73 субъектах. На лыжню встали не только любители, но и олимпийские чемпионы, а также ветераны спорта и совсем юные лыжники. В некоторых регионах гонку перенесли на конец февраля из-за аномально затяжной оттепели. В Красноярске в честь приближающегося 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был создан лыжный батальон Победы, участники которого встали на лыжи в военной форме тех лет. Многие лыжники бежали в белых макс-халатах, некоторые в гимнастерках и пилотках. Мелькали шапки-ушанки и валенки. Наиболее дотошные реконструкторы нашли аутентичные деревянные лыжи на креплениях-вязачках. А российские теннисистки обыграли соперниц из Румынии в квалифицированном матче Кубка Федерации. Обеспечили себе участие в финальной части турнира. Подробнее знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, с каким счетом выиграли россиянки и когда пройдет финальный этап? Здравствуй, Василий. Россиянки выиграли со счетом 3-2, ну а финальный этап Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Женская сборная России по теннису выиграла у команды Румынии в квалификационном матче Кубка Федерации. Игра до 3 побед завершилась со счетом 3-2 в пользу россиянок. В матчах одиночного разряда Екатерина Александрова победила Анну Богдан, а затем оказалась сильнее Елены Габриэлы Рузе. Вероника Кудерметова потерпела поражение от Жаклина Дене Кристиан и Богдан. В матче парного разряда, который прошел накануне, Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Рузе и Кристиан со счетом 6-3, 6-2. Благодаря этой победе российские теннисистки обеспечили себе участие в финале турнира, который пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште. Напомню, женская сборная России является 4-кратной победительницей Кубка Федерации. Российские спортсменки стали победительницами во всех дисциплинах этапа Гран-при по художественной гимнастике первого турнира в олимпийском сезоне. В упражнениях с булавами победу праздновала Дарья Трубникова, а в упражнениях с лентами и мячом золотые медали завоевала Дина Аверина. В упражнениях с обручем лучшей стала Екатерина Селезнева. Также россиянки победили в групповых упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав. В их активе также золото в упражнениях с 5 мячами, личном и командном многоборье. Следующий этап пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта. Действующая чемпионка мира и Европы Мария Лосецкене одержала победу на легкоатлетическом турнире «Русская зима» в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире. 27-летняя спортсменка с 3-й попытки взяла высоту 205 сантиметров, что стало ее личным рекордом на соревнованиях в помещении. Второе место заняла Анна Чичерева, отставшая от лидера на 9 сантиметров. Третье место заняла Кристина Королева. Напомню, Мария Лосецкене в прошлом году одержала победу на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также выиграла бриллиантовую лигу. По итогам сезона она была признана лучшей легкоатлеткой Европы.
Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Швеции. Россиянин преодолел дистанцию за 33 минуты 10,3 секунды. Вторым линию финиша пересек норвежец Шур Рёте, отстав от победителя на 0,8 секунды. Третьим стал еще один россиянин Иван Якимушкин. А Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, имея в активе 1647 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клеба, на счету которого 1222 балла. Тройку лидеров замыкает Рёте, у него 822 очка. Интер одержал победу над Миланом в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. В первом тайме россонери обеспечили себе преимущество в 2 мяча благодаря точным ударам Анте Ребича и Златана Ибрагимовича. Однако Интер смог переломить ход матча, забив 4-жды во второй 45-минутке. Результативные удары на свой счет записали Марцело Брозович, Матиас Весина, Стефан Деврей и Ромело Лукаку. Благодаря этой победе Интер вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата, опередив Ювентус по дополнительным показателям. У обеих команд по 54 очка. Милан идет на 10-й строке, имея в активе 32 пункта. В следующем туре Интер в гостях сыграет с Лацио, а Милан на своем поле примет Торино. Мини-футбольный клуб «Заря» сыграл в ничью со столичным Мосполитехом в матче 19-го тура пари-матч Высшей лиги России. Встреча прошла на паркете спортивного комплекса «Полет» в Московской области и завершилась со счетом 3-3. В составе якутян голы забили Дмитрий Матицын, Афанасий Федоров и Алексей Костенко. У московской команды взятие ворот провели Дмитрий Тренкунов, Алексей Скрябин и Сергей Попов. «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице конференции «Запад», набрав 22 очка после 17 игр. Мосполитех идет на 10-й строке, имея в активе 20 пунктов в 18 встречах. В следующем туре якутские футболисты сыграют с дублирующим составом егорской команды «Газпром-Югра», а Мосполитех встретится с КПРФ-2 из Москвы. Обе встречи пройдут 15 февраля. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе спортивных новостей на Якутия-24. Василий, тебе слово. Обзор спортивных событий для нас провел мой коллега Власий Сергеев. Переходим к другим темам. В Национальной библиотеке Якутии проходит презентация-выставка уникальной коллекции дарственных книг из личной библиотеки ученого-этнолога Улы Йоханссон. Мероприятие проходит в рамках Дней Германии в Якутске. Там находится и Сырглана Неустроева. Сырглана, ждем подробности о выставке. Здравствуйте, Василий. Свой дар Национальная библиотека получила еще в 2019 году. Сюда из Германии были привезены более 4000 книг и научных журналов из личной коллекции Улы Йоханссон, в которой представлены самые редкие экземпляры научных трудов этнологов и антропологов со всего света, в том числе и редкое издание 1730 года Стрейленберга «Северная и восточная части Европы и Азии». Стоит отметить, что Ула Йоханссон не только именитый и известный ученый, но еще и щедрый меценат. В 2014 году она учредила именную стипендию, которая позволяет в течение 6 месяцев проводить научные исследования в лучших научно-исследовательских институтах Германии, именно молодых ученых из Якутии. Своими воспоминаниями о дружбе со знаменитым этнологом с нами поделилась Аиза Решетникова. Эта работа вообще, на нее первым сослался Анатолий Игнатьевич Гоголев, тот, который занимался этногенезом якутов. И всегда говорили, что якуты молодой народ, там, да, все это. Говорили молодой народ. А вот Ула Йоханссон тем, что она, конечно, рассмотрела наши орнаменты в контексте всех народов мира, сравнивала, вот каждый орнамент сравнивала с другими похожими из той же группы так орнаментов. И она соприкоснулась, вот нам нельзя было, вот, нашим археологам нельзя было даже, ну, понимаете, раньше археологам запрещали вот там где-то в другом месте копаться. И поэтому вот она, независимая немка, была, конечно же, доступ к материалам пазырыкских курганов, опубликованным. И вот она, сравнивая их, она пришла к выводу о том, что вот носители вот культуры, которые представляют собой вот пазырыкские курганы, они торговали с Древней Индией, с Древним Китаем, с Вавилоном. И вот они, значит, вот их орнаменты
она сравнивала и с алтайскими народами, которые около этих курганов живут. И оказалось, что вот эти народы все, они, попав в империю Чингисхана, они переняли буддизм, они стали все ламаистами, они свой эпос поют вот этим каем, хаем, вот этим хрипением. И вот они, конечно же, поменяли орнаменты. Они забыли эти орнаменты. И оказывается, что носителями вот этих древнейших орнаментов тюркских являемся только мы, якуты, которые ушли, унесли с собой и не попали в империю Чингисхана. И удивительно вообще все это. И, конечно же, мы должны были донести до народа вот такую истину научную, которая доказана в широчайшем материале. И мы, конечно же, и приложили все силы для того, чтобы книга дошла, правда, малыми тиражами, но дошла до народа. Ну а ознакомиться с коллекцией может каждый до 23 февраля в историческом зале Национальной библиотеки Республики. Здесь представлены все книги, еще раз повторюсь. И самые старые экземпляры, они, правда, закрыты под стеклом, но, возможно, можно будет попросить у библиотекаря, чтобы ощутить и прикоснуться вот к настоящей этнологии. У меня на этом все. Василий. Да, спасибо. На прямой связи со студией была Сарглана Неустроева. А не стесняться публики, уметь хорошо говорить и доносить свои мысли до людей обучают горожан в студии «Хобби для всех», который уже более 6 лет работает в Якутске. На одном из таких занятий побывал Александр Хавренко. Более 6 лет в Якутске существует студия по развитию коммуникативных навыков «Хобби для всех». Раз в неделю люди разных возрастов и социальных статусов собираются вместе на особые тренинги и занятия для развития себя как личности. Первая часть в этой студии идут, скажем, профильные занятия, занятия по основам живописи. Далее у них пойдут психологические тренинги. Это первая часть. Вторая часть идет речевые тренинги. Что они дают? Ну, наверное, основное это уверенность и не стесняться публики, умение выступать, умение держать себя перед публикой, перед аудиторией. Занятия в студии проходят в легкой игровой форме. И уже на первом занятии студийцы перестают стесняться своих партнеров. И от занятия к занятию уверенности и раскрепощенности у них все больше и больше. Самое главное научиться все-таки в нашем обществе – это общению с человеком. Вот для меня речевые навыки – это для меня очень интересная тема. То есть если человек сможет донести все, что хочет сказать, а мы в таком возрасте, что же пора делиться, как говорится, своей жизнью, своим опытом, то и, соответственно, и открывается новый вид деятельности, жизнь продолжается. Такие разные направления – живопись, йога, танцы, занятия по развитию речи – сумели объединить таких разных по возрасту, полу и социальному статусу людей. А именно в этом и заключалась главная задача создания студии. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Ну а теперь о среднесуточной температуре в регионе. Итак, в Алдане -11, ветер в порывах до 5 метров в секунду, давление 700 миллиметров ртутного столба и облачно. Еще теплее в Западной Якутии, но при этом синоптики прогнозируют сильную метель и сильный ветер. В Ленске -2, облачно и снег. А в Мирном -9, облачно, снег и давление 712 миллиметров ртутного столба. В столице же Южной Якутии, Нерюнгри, -17, облачно, ветер дует со скоростью 5 метров в секунду. И в Якутске на термометре -25, ветер средний 3 метра в секунду, давление 749 миллиметров, солнечно и без осадков. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.